Строительство небольших мусоросортировочных комплексов – еще один серьезный шаг на пути к экологичному будущему. Главная задача сегодня – использовать вторичное сырье во благо. Этим уже занимаются некоторые предприятия региона, производят из отходов плитку, нетканые полотна и другие материалы, которые можно применять, например, в строительстве. Компании готовы наращивать мощности, но при этом необходимо увеличивать и потребность в их продукции. Например, за счет государственных заказов. Первая – сортировка на местах, то есть выделение вторичной фракции, потому что возить полностью несортированные отходы – это просто нецелесообразно. Мы не высортируем оттуда то вторсырье, которое возможно высортировать. Потому что пока оно доедет, перетрясется с пищевыми отходами, многое вторсырье уже будет неперерабатываемое в принципе. Второе, конечно же, это развитие предприятий малых на месте, поддержка этих предприятий, то есть чтобы они развивались, чтобы они масштабировались, и тем самым те фракции вторсырья, которые вырабатываются в регионе, перерабатывались на месте. Мусоросортировку в идеале необходимо начать с домохозяйств, торговых точек, предприятий и заводов. Такое мнение высказал экоактивист Александр Чепурко. По его словам, стимулировать граждан можно в том числе за счет обустройства современных контейнерных площадок, ориентированных не только на обычное ТКО, но и на раздельный сбор. Перерабатывать можно много, но это все возможно только если это обустройство контейнерных площадок, их нормальное обслуживание, это у нас информирование населения, чтобы жителей стимулировать, это какие-нибудь налоговые послабления для тех, кто сортирует, открытость вывозящего, то есть периодически посещение тех, кто желает непосредственно на сортировочную линию, где он явно видит, что с раздельного сбора прибыло, как это сортируется. В целом, жители Коми готовы к выходу на новый уровень в мусоросортировке. А любовь к природе и ответственное отношение необходимо прививать с детства, причем ненавязчиво и в игровой форме.